Всем привет! Сегодня будет необычный такой формат, а именно полная видеоинструкция по программе Nokia Sports Tracker. Итак, начнем. Вот я запускаю программу. И если вы только вошли, сначала лучше всего, только установили программу, сначала лучше всего зайти в настройки Settings, General Settings. Здесь мы должны выбрать, куда записывать наши треки, у меня на карту памяти. Точку доступа, интернет там или мегафон интернет, или МТС интернет, в общем, вы поняли. Систему мы выбираем метрическую, это метры. Map Material, это карта, которая будет использоваться. Выбираем Phone and Network, то есть, если уже есть карта в телефоне, то она будет отображаться из памяти телефона, если ее нет, то она будет загружаться из сети. Workout Backlight это подсветка, мы ее ставим автоматически. Можно сигнал автоматического круга, но это отсечки там по 500 или по километру. Но у меня она отключена. Автоматическая блокировка у меня, вот Use Automatic Keylog тоже отключена. GPS фильтринг, берем GPS High, то есть чтобы максимально точно. Altitude Offset это, можно так сказать, это вот значение высоты, которые вот вы хотите отсекать или как-то так, но это мы 0 оставляем, нам это все не надо. Следующим users, то бишь пользователи. Заходим в пользователь, здесь выставляем свой возраст, пол, вес и рост. Это дает нам возможность потом считать калории в большинстве программ, так как программы высчитывают именно с этих данных. Но, в общем, тоже забиваем эти данные. Ну и activities. Это, собственно, вот эти действия, которые у нас есть. У нас есть 4 предустановленных. Walking, ходьба, running, бег, cycling, велосипед и Skyline лыжи. И еще два других мы можем какие-то свои придумать. Итак, я покажу на примере ходьбы, например, что мы делаем. Вот здесь название, выбираем, как показывать скорость в километрах в час или в общем, за сколько минут проходится километр. Либо так, либо в километрах в час. Потом можно отключить, точнее поставить автопаузу. Если скорость падает ниже километров в час, ставится автопауза. Enable pedometer это использование еще и акселерометра встроенного, если он есть, для того, чтобы шагомером он работал. Ну и Speed Averaging это что-то с усредненной скоростью, это в принципе нам не нужно. Итак, мы это проделали, и теперь следующий пункт. Пункт Routes это дороги, это когда вы можете любую свою какую-то особую тренировку или активность выделить отдельно и записать ее как дороги. Ну и давайте, как бы мы входим уже, как будто мы новый хотим вот сделать. Тут мы выбираем какой тип активности, ну, скажем, к примеру, как будто идем. Лайфшеринг это если вы подключены к серверу, вы можете впрямую типа посылать сигнал на сервер, и ваши друзья по тренировкам могут наблюдать это впрямую. Дорогу, это мы сразу можем задать дорогу. Автолэп, это вот тоже у нас дается. Мы можем, например, взять каждый километр, у нас будет отсечка. И таргет это цель нашей тренировки. И реплей это реплей. Ну, в общем, окей, нажимаем. И начинает искать у нас спутники. И, конечно, сейчас я нахожусь в помещении, спутники никакие не найдены будут, но так пишется GPS fixed OK, и тогда мы нажимаем старт, и начинается наша, собственно, тренировка. Вот пошла. Когда мы нажимаем кнопочку Lab, это мы делаем автоматическую засечку. Вот видите, даже как-то он умудрился в здании поймать спутник. Итак, в опциях есть пауза, стоп, карта, что смотреть, опять же индикатор скорости и другие, но это мы можем также пролистывать вот так и видеть здесь все. Average speed это средняя скорость, speed это скорость, altitude это высота, дистанция пройденная, time это, соответственно, время, которое мы прошли. Так, другие, вот курс, все то же самое, на наши координаты указываются. Потом рисуются графики, пока их, естественно, нет. Ну и на карте наше местоположение.
Это что касается вот этой части, собственно, ну, мы выбираем как будто стоп, выберем. Так, стоп. Ну и, собственно, перейдем теперь тренинг дайри, то есть дневник тренировок. Вот когда мы в него входим, сейчас он чуть подумает, вот нам рисует график тренировок наших, видите, нарисованы, когда у нас были тренировки. В опциях мы можем посмотреть их вот так, как одним листом, лист view. Потом можно посмотреть суммарно неделю, месяц, год или все. Вот, например, за неделю там 39 километров вот пройдено. Ну и, соответственно, по разным типам активности тоже. И давайте, ну, можем сами добавить это, вот эту вот, как бы нашу тренировку и все вручную забить. Ну и давайте возьмем лист view. То есть вот это наша новая, но я возьму вот эту. И нам ее, что мы с ней можем сделать здесь? Мы можем ее отправить на сервис, это я об этом поговорю, сохранить как дорогу, экспортировать в другой тип файл, например, в Google Earth, это для просмотра в этой программе. Ну и, соответственно, а дальше команды вместо листания можно их и так использовать. Ну и реплей, это если можно посмотреть на карте, вот, старт нажимаем, и она будет как бы показывать, как мы двигались. Ну, в общем, все. Да, хочу еще сказать, что, например, можно, если вы слушаете музыку, то, видите, отображается еще и музыка, которую вы слушали в тот момент, когда шли. Но это вот что касается этого дела. Итак, опять выбираем List View, и теперь нам надо отправить на сервер. Вот нам предлагаем Upload to Service. Нам предлагают это, ввести наше имя и пароль. Если у нас есть, если у вас есть Nokia аккаунт, то вы его вводите сразу. Если у вас нет этого аккаунта, то делаем следующее. Заходим на любой из сайтов Nokia, ну, например, на тот Nokia Sports Tracker. sportstracker.nokia.com и выбираем пункт Join Now. И нам спрашивают, есть у нас аккаунт или нет. Выбираем нет, мы не имеем. И создаем новый аккаунт, тут вбивая все данные. То есть, в принципе, как обычная форма регистрации. Итак, мы берем, что у нас есть этот аккаунт. Ну, сейчас я забью свои данные. Вот он подключается к серверу. И теперь мы можем посылать и этот вот нашу вот эту деятельность, например, вот этот проход на сервер. Мы можем выбрать, чтобы кто его видели все, только мы или только друзья. Но мы выбираем, чтобы видел его только я. И вот он посылается на сервер. И вот он послан на сервер, как вы видите. И еще можно посмотреть какие-нибудь медиа, то есть музыку или фотографии, которые вы делали в этот момент. Но я выбираю нет, потому что не хочу тратить трафик. Собственно, вот и на этом, наверное, все с посылкой этого. Если мы входим в этот спортстрекер, на этот сайт, как видите, самое последнее, вот дата 29.11. То есть вот то, что мы послали, вот мы можем и посмотреть на карте, как все это происходило, куда я шел и так далее. Вот, наверное, на этом и все. Всем пока.